ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Так откуда в реке Ухта нефть? Этим вопросом уже не первый день задаются и общественники, и горожане. Как выяснилось ранее, житель поселка Шудаяк отправился на рыбалку. Увидел нефтяную пленку в лунке на реке. Прорубил еще одну, та же картина. Как поясняет мужчина, нефтяная течь пришла с речки Яриги. По предварительной версии, здесь 8 апреля был обнаружен первый поток нефтепродуктов. Как поясняют специалисты, в этом месте хорошее течение. Поэтому для, так сказать, отлова тяжелой нефти построили специальное сооружение. Что мы видим, вот первое заграждение, оно в виде плотины, там глубина, наверное, около метра, и даже там нефть кусками, значит, она проходит через это ограждение. Дальше, ниже вот установлено заграждение чисто поплавковое, и вот куски нефти, доходя до него, выплывают тут же на обратной стороне. Основная масса, она уже, естественно, попала в Ухту, и дальше идет это самое до Печоры. Когда съемочная группа ГСП приехала на место, нас встретили люди в спецодежде известной всем нефтяной компании. От комментариев на камеру они, естественно, отказались, но сказали репортеру лично, как идет работа. Для вылова нефтепродуктов вырыли специальную заводь площадью около 15 метров в квадрате. В нее и собирается нефть, толщина пленки достигает 2,5 сантиметров. Оттуда ее откачивают в бочки и вывозят цистерной. На сегодняшний день так выловили уже 20 кубов. Все, что не попадает в насос, работники собирают на берегу реки лопатами вручную. Глядя на это, общественник Валерий Торлопов говорит, последствия могут быть необратимы. Вот то, что здесь вот мы видим, это впервые за много-много-много лет в Ухте вот утечка нефтепродуктов и попадание этих нефтепродуктов в Ухту. Но это, я считаю, что на уровне экологической катастрофы. Почему? Потому что не было никогда такого. Этим происшествием уже всерьез заинтересовалось руководство Республики Коми. По информации новостных порталов, в Рио главы Сергей Гапликов взял дело на личный контроль. Остается только надеяться, что последствия утечки ликвидируют полностью и ситуация не ударит по экологии региона глобально.